День Героев Отечества – это одновременно и торжественная, и памятная дата для чествования героев, ныне здравствующих, и для того, чтобы вспомнить о тех, которых уже нет с нами. Ведь когда-то они пожертвовали собой ради мира и благополучия в нашей стране. В разную эпоху всегда были герои Отечества. Это те люди, которые защищали свободу и независимость своей Родины. И среди нас есть герои Отечества. И в нашей республике среди наших соотечественников есть герои Отечества. Это герои Великой Отечественной войны, герои Советского Союза, герои России. Это люди, которые сражались, погибали за наше будущее, за нас с вами, за развитие и свободную страну, за нашу Россию. В истории ингушского народа есть немало героев как Советского Союза, так и современной России. На мероприятии присутствует родная сестра генерал-майора авиации Сулумбека Асканова, который был первым награжден званием Героя Российской Федерации посмертно за мужественный и отважный подвиг, совершенный им во время тренировочного полета. Тогда ценой собственной жизни он спас много других, и сегодня Героя России вспоминают с гордостью на сердце. Я горжусь, что у меня был такой брат, что и желаю всем. Сулумбек тоже хотел жить, как и все, но он сначала подумал, если самолет бросать, там внизу дети, старики, женщины, и поэтому пожертвовал собой ради детей, ради всех жителей Липецка, также пожертвовал собой ради своего народа. И поэтому давайте будем помнить о нем, как о славном сыне своего народа. Председатель организации ветеранов боевых действий Беслан Илиев и другие почетные гости подчеркнули, что основная задача акции состоит в том, чтобы рассказать будущим защитникам Родины о тех людях, которые во время Отечества совершали настоящие подвиги, выполняя свой воинский долг. Как ветераны боевых действий, как находившиеся на боевых действиях, я считаю, все мужчины герои. И я хотел бы сказать еще дополнительно, что те люди, которые совершили вот этот героический поступок, чтобы мы о них знали пофамильно, чтобы мы их чтили и уважали. Это те люди, которые не пожалели нужный момент и нужное время не своего здоровья, не своей жизни. Отдали все и решились на то, что все отдать, чтобы для других сделать хорошее дело. И вот тех людей надо чтить. У нас у всех есть сверхзадача в этой жизни. Сделать все, чтобы то, что было недавно на этой земле, я еще, например, эти звуки слышу, вот этот гул вроде бы в мирное время, но такая все-таки прошла на этой земле страшная война, что это уму непостижимо. Так вот, мы должны сделать все, чтобы никогда этого не повторилось. А это можно делать только в одном случае, если мы своим детям, внукам будем напоминать о том, что мир – это и есть счастье. И вообще должна быть в этой жизни одна единственная болезнь. Это любовь. Много туристов, а также наших земляков, проживающих за пределами республики, специально приехали из других регионов, чтобы посетить мемориал памяти и славы. Все они едины во мнении, что эта памятная дата и акции способствуют формированию в обществе идеалов самоотверженного и бескорыстного служения Отечеству. خذ мероприятие جانا حرق شهر بيحكي نخب السوتيات يعني رقش جوردش كربيحكي رسي جوردش كربيحكي نخب خذ خيترسون ده أخيتن بوت بين شارع خذ ولق دهش محمد يديس وأسكان صار بيجدا موتك ده ليقل يويتسار خذ мероприятие خذ приятно дсон схал. У меня очень такие эмоции, в то же время и грустные, и такие трепетные. Я понимаю, как важно человек, который защищает свою землю, свою родину. И все это вызывает и патриотизм, и очень гордость за этот народ, и вообще за людей. В завершении памятного мероприятия все собравшиеся возложили цветы к вечному огню на мемориале, тем самым отдавая дань всем, кто ушел из этого мира, но впредь навсегда останется в памяти людской, являясь истинными героями своей отчизны. Микаэл Танги, Хамзат Халухоев, Новости 24.